Нет, вот ты родителям-то как сообщил? Мама, я актер. Тебе не сказали, улам? Улам, Не вот так и приезжай сюда было, никогда. так и было, вот так, улам, не вздумай, не артист. Ну, хотя в нашей семье никто никогда ничего не запрещал. Говорят, ну, это же не профессия артиста, так тонко намекают мне об этом. Ну ладно, я говорю, если не возьмут, приду, отучусь на каменчика и буду строить. Все нормально. И пойду по деревням, по рукам, да, если сказать так громко, буду зарабатывать. Но, к сожалению, карьера строителя у тебя не получилась. К сожалению, к счастью, не знаю. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит популярный актер театра Камала, ведущий нашего любимого телеканала ТНВ Алмаз Гараев. Исәнмесез, Алмаз! Алмаз Гараев, актер театра Камала, телеведущий канала ТНВ. Родился в 1987 году в селе Мусабай-Завод Тукаевского района Республики Татарстан. В школьные годы увлекался борьбой, волейболом, был ведущим концертов и мероприятий. В 2004 году поступил на театральный факультет Казанского института культуры, курс Фарида Бикчентаева. Еще будучи студентом, принимал участие в постановках театра. Первая роль Алмаза в спектакле «Черная бурка». С 2008 года актер в штате театра. Также с 2008 года Алмаз Гараев работает ведущим на телеканале ТНВ. Сначала программа «Яшляр Тукталаша. Молодежная остановка», затем программа «Манзара. Панорама». А также снимался в кинофильмах «Золотая суббота», «Кияу Балакай», сериал «Ялан Аяклы кыз Ике». Да, испортило тебя твое телевидение, твоя программа, потому Чем ты испортил? Растешь и растешь. Так, что это? Тотар Буляк Сижерми, Масамина Буляк, на спектакль, где я не играю. Так, подожди, это пригласительные в театр? Естественно, да. Наконец-то. На 2 лица, между прочим. Вау. А это в чем я готовлю дома, Масамина тема Буляк. Так, то есть именной фартук Алмаза, где написано «Я несу радость». И можно поспорить на эту тему, кто несет радость, ты или я. Но я надеюсь, мы сегодня вместе принесем нашим зрителям радость и приготовим что-то вкусненькое. А готовить мы будем, рассказывай, Алмаз. Исель Руслан, мне надо что-то керек. Біріншіден, құлларны сызғынабыз. Как это будет по-русски? По-русски это подготовочка. Подготовочка. Делаем из рубашки майку или футболку. Так. У меня блюдо с претензией на гениальность, потому что все очень просто. Надеюсь, тебя всегда кормят тем, что ты еще не знаешь, что это такое. Так. Что это такое? Но я уже посмотрел твой рецепт. Это баранья шея. Да, баранья шея. Я специально ее замочил для вашей передачи. 3 дня продержал просто в красном перце и соли. Надо вот так растирать. Так, пока ты растираешь, давай еще раз расскажем. То есть ты берешь баранью шею, натираешь красным перцем, солью. Абсолютно верно. Сутки она при комнатной температуре находится. Потом ложим в холодильник, да, естественно. Еще 2 суток. Еще 2 суток. И если после этого баран не выжил, начинаем готовить. Баран не выжил, да, у тебя вода кипит. Так, и у тебя где-то была спрятана фольга. То есть мы сейчас сразу выкладываем ее, да? уже? Сразу, да. Больше с ней уже ничего делать не надо. Бежит, итак. Ставим фольгу. Фольга. Но ты сырой ее не будешь, да? Не хочешь? Ну, лучше приготовить. Давай, попробуем. Так. Очень просто. Фольгу. Больше уже не перчим, не солим, да? Бисмилlah, знаете, да? Да, бисмиллах рахман. И все, и на этом программа закончилась. Откуда рецепт, Алмаз, этого интересного блюда, которое я реально впервые вижу? Менің бек ақын достым, мой близкий друг Нурбек Батуллин, Так, это вот. сын Рабита Батуллы и Рузия ханым. Рузия ханым меня научила, ну это же ничего не требует никакого труда, не надо стирать, мыть, еще что-то там резать. Взял целую шею, сходил на рынок или попросил, что Но тебе это ведь привезли. деликатесное мясо, шея считается. Тузлысың, бұрышлысың да, фольгаға тұрып әзірлеп қоясың. Һәм шулай ук, чтобы шее не было скучно одной. И сейчас хочешь? Картошечку. Картошку мы будем тоже оборачивать фольгой. Тоже так же, там мягкий себя надо. Все, отлично. Я синьда буштурма. Давай. То есть картошку мы не режем, не солим, Не тоже режем. просто заворачиваем Просто фольгу. заворачиваем фольгу. Очень непростой гость, но очень простой рецепт. Алмаз, ты лучше расскажи, что ты еще готовишь. Все говорят, что яичница. Я тоже люблю яичницу готовить. Но только президентскую. Чем отличается президентская яичница от обычной? Куп мышлисың шунда білмейсің. Не знаю, честно не знаю. Знаешь. Президента знаю. Яичницу знаю. Мэра знаю. Ну, чтобы это Президентскую вместе яичницу не звучало, да? Ну, давай-ка красиво разложим, потом вернемся к нашей яичнице. Сейчас, подожди. Да, с твоей ну духовкой здесь- я не дружу. Сделай так, чтобы там была температура 220.
Видите, друзья, ровно за минуту Алмаз приготовил блюдо. Ну как приготовил? Мы его отправляем в духовку. Сколько минут, какая температура? Уақытын санағанша сарық өскенше, бәрәңгісін отыртқанша өскенше, пока это все вырастет, пока еще зарежешь барана. Бисмилlah, Давай. на 220. Итак, ровно на 1 час и температура 220 градусов у нас. Ну, ровно на 1 час деп айта алмаймын де, пішмәсе тауын қоямыз. Ну, 15 минут запаса у нас всегда есть. Слушай, ну блюдо готово, давай поболтаем. Ну, я что еще делать? Нет, как уж готово. Шулпа қоясы бар. Мясо, оно одно не существует. То есть будем делать бульон? Бульон, да. Бульон тоже с претензией на гениальность. Ага. Букай блин, ты, по-моему, справишься лучше, да? Так, ну смотри, что делать. Ага. Так про яичницу-то расскажи. Про президентскую, да, яичницу. Вот, например, у тебя же актерское образование есть? Конечно, 2. Представь себе то, что вот этот кусочек хлеба, да, целый, его берешь, вырезаешь там мякоть, остается только корочка. И туда разбиваем яйцо. И туда разбиваем яйцо. И это называется президентская яичница. Вот и все. Потому что это президентское окно. Все понятно, все понятно. Вода вскипела уже, да? Так, сейчас я немножко прибавлю. Бульону. То есть мы ее меньше Там не будет... режем, да? Нет. Это чтобы крупными листками положить к баранине. Аллах верса. Как мы назовем наше основное блюдо? Туда еще морковки. Вот. С барашкой. Название вообще не думал. Но в течение программы, я думаю, может, на мысли придет. Ну, так. Давай пока все приготовится, мы попробуем, Аллах. И скажем. Надеюсь, назовем. Так, для бульона что у нас? Получается 4 кусочка капусты. Ну, да. Морковка. Сколько влезет? Твой чудесный. Давай. Я оттуда вырезаю джин. Так, мы не будем солить ничего? Солить будем, да. Попозже. Ну да, у нас... и кеугенесы я им. Ну, нам хватит 2. Давай. Нам хватит. Вот бульон очень прост. Туз хазар, туз. Сколько ложек? Ну, ложишь, пробуешь на вкус. Ложишь? Давай, я буду пробовать. А ты расскажи, вот это хорошо. Бульончик откуда у тебя? Что за рецепт? По-моему, соли поменьше надо чуть-чуть. Не, нормально. Бульончик. Ага, то есть ты подошел так на этот вопрос, да? Ну, мне просто интересно, не спросишь, кто же. как ты еще женат или нет, сразу спросишь, откуда бульон. Молодец. Ну, на самом деле, честно признаюсь, үйлендім жамағат. Ну, то есть свадьбы еще нет, никах білен тұрабыз, Аллаға шүкір. То есть и пока ты вот женился, ты кушаешь вот такой вот бульон без мяса, да? Нет, у меня всегда теща, уже можно называть смелой тещей, она мясо варит с таким бульоном, чтобы там была капуста и морковь. И не знаю, как для других, а мне очень нравится. Ну вот, ты попробуй? Все понятно. Нет. Сейчас, подожди секундочку. Уже хорошо. Нет, нормально. Ну, туда можно еще перца чуть-чуть. Сразу? Да, сразу сюда қойдасың. Болды. Все, и закрываем. И закрываем. Дорогие друзья, буквально за несколько минут, очень быстро мы приготовили сразу 2 блюда, вернее, они в духовочке пока готовятся. Вкусная картошечка. Я думаю, все у нас получится. Барашек готовится, бульончик кипит. Картошка. И после небольшой паузы мы будем готовить что? Салат. Дождись нас, брат. Оставайтесь с нами. Яш барян муйна. Шея молодого барашка. Баранину натерли солью и перцем. Мариновали сутки при комнатной температуре и еще 2 суток в холодильнике. Перед приготовлением мясо завернули в фольгу. Отдельно в фольгу завернули и картофель. Запекали в духовке при температуре 220 градусов 1 час. Яшельща шулпаса. Овощной бульон. Капусту и морковь нарезали крупными кусками. Опустили в кипящую подсоленную воду и варили до готовности. Овощи выложили к мясу, а бульон подали с зеленью в пиалах. И сәлем хурматты достар, здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует программа «Секреты татарской кухни». У меня получилось как-то, нет? И готовит сегодня Алмаз Гараев и Руслан Шарапутдинов. Вторая часть нашей программы. Салат вас ждет, друзья. Да, брат, даже здесь брат тебе. Название салата Алмаз хам Алиндан, то есть состоит из наших имен. И мы его назвали Алмали. Алмали. Или Алмали. Но алмы... Алма юкман, да? В этом салате яблоко привычный Алмали. Готовится он из чего? Я вижу помидорки, редиски. Помидор. Красный лук. Тебе лучок. Я слышал то, что ты кольцами не любишь резать. Давай полукольцами. Давай, хорошо. Полу Руслан, полукольцами. Алмаз, ну хоть в этой части расскажи нам. Про что? Откуда ты вообще? Откуда? Такой красивый, известный, популярный. Кто ты? И как решил стать актером?
Хобгади Оул Малая, шоңа күрә вот с трудом разговариваю с тобой на русском. Родители Сыктанышского района, тоже деревенские. Мама педагог, уже 32 года работает в школе педагогом. Какой предмет преподает? Математика и замдиректора по воспитательной части. И вот из-за этого я такой воспитанный, прям Культурный, послушный. культурный, послушный, скромный. А папа всю жизнь работал на колхозе или в колхозе? Колхоз, да. Колхоз, да. Колхоз, да. Колхоз, да. И вот вообще не мечтал стать артистом, Но но в детстве, естественно, любил смотреть спектакли татарского театра, которые показывали очень часто. Кстати, «Ингистя Халганар Бишура», первый спектакль, то, что я увидел. это на сцене в клубе, да, был? Не, это по телевизору. А, по телевизору? Не инди-клуб, не инди-сахна. Это я рос в деревне Тукайский район, село Мусабай завод. Муса Исимли бой болган, вот от этого и произошло название нашей деревни. И, естественно, телевизор, он был на пару домов один, все собирались. По очереди смотрели. Да, я помню эти времена, по очереди смотрели и всегда смотрели спектакли. И это было для меня такая непостижимая мечта. Мы вот так смотрели, сидели все. Как это здорово! Как это здорово! И, оказывается, все это забывается, мечта осталась мечтой. И, естественно, ты про это никому не говорил. А про редиску пока отложим, да? Помидор. Помидор у нас пока помидор. Любил химию. Из-за этого после 11 класса хотел поступить уже практически на одной ноге стоял в КХТИ. Но вдруг какой-то черт дернул и сказал: а почему вы не хотите, чтобы ваш сын стал артистом? Вот театр Галискара Камала в лице главного режиссера Фарида Бекчантаева объявили специальный набор для театра. Это 2004 год. Что на экзамене рассказывал? Вот расскажи мне. Давай сразу. Вот. Пришел ты на экзамен. Пришел на экзамен Сербио Эбитову Селядин. Я помню только фрагмент. Давай вспомним, что там было. Про курочку, которая снесла яйцо и так радуется. Ну, радуется, вот, например, то, что у нас сейчас приготовится, надеюсь, мы тоже так будем радоваться. Аллах верса. Сербия битовых дебатала. И илре мискин тауық кітеклікке кеттім тез атлап барып кірсем көрем нәрсе. Бір де көкей салмай жүрген тауық иле кетіне басып, илре бит алтын көкей салған кебек. Но мораль басни такова, то, что яйца-то вообще нет на самом деле. А шума много. А шума много, вот и все. Вот так вот, друзья, захотите поступить в театр Камала, очень все просто. Очень все просто. Без шума, без ничего. Рассказал Ну да, стихотворение это все бесшумно про произошло. яйцо, которое не существует. Как я его сейчас и не помню, и в то время, наверное, не помнил. Помидор у нас готов. Нет, вот ты родителям-то как сообщил? Мама, я актер. Тебе не сказали: улам? Улам, Не вот так и приезжай, что было, никогда. так и было, вот так, улам, не вздумай, не артист. Ну, хотя в нашей семье никто никогда ничего не запрещал. Говорят, ну, это же не профессия артист, так тонко намекают мне об этом. Ну ладно, я говорю, если не возьмут, приду, отучусь на каменчика и буду строить. Все нормально. И пойду по деревням, по рукам, если сказать так громко, буду зарабатывать. Но, к сожалению, карьера строителя у тебя не получилась. К сожалению, к счастью, не знаю. Алмаз, у меня лук готов. Лук готов. Помидор готов. Помидор эзер. Давай, перекладываем все. Слушай, продолжаем говорить о твоей биографии. Алмаз, ну закончил ты институт культуры, и Фарид Бекчантаев тебя сразу пригласил. Ну, говорить только тебя. Кто на потоке был из тех, надо кого мы говорить в можем множественном знать? числе. Аллах шукр, у нас курс был большой, и практически 9 человек мы работаем, Аллах шукр, с нашей группы. То есть вот в том году 9 человек сразу пришли. Сразу, да, оптом взяли. Оптом Илахой. Среди них Эмиль Талипов, Ильгиз Зайниев, из девочек Лейсян Файзуллина, Гульчаша Хамадинурова, из парней еще Ильнур Закиров, Раиль Шамсуаров, Нафися Хайруллина, Ойгуль Хайруллина. И всем мы передаем большой кулинарный привет. Привет. Уйламаган сырный будет пширяда белейкен. Но мы узнаем, умеешь ты готовить или нет в конце программы.
Ну а сейчас Ну, давай салат вспомним. хотя бы, думаю, Нет, получится салат у уже нас. почти получился, конечно, сейчас редиску порежем. Так как И, раз сезон таких свежих салатов. Алмаз, у нас программа называется «Секрет татарской кухни», но ты вот свой Шулеймани. секрет раскрой. Дружный был коллектив, вот этот выпуск, нет? Ну, вопрос был, Конкуренция же да, все-таки у вас, неверно понимаешь? стоит. Аллах шкур, все дружные, роли у всех есть. Ну и, конечно, давай вспомним твой самый первый спектакль. Не только мой, наш самый первый спектакль Всего нашего выпуска. курса, это первый курс, участвовать в массовой сцене Зенгершель, легендарный Зенгершель. 2004 год, открытие сезона. А уж если брать роль, это второй курс, «Черная бурка». Такой мюзикл был, постановка Фарида Бекчентаева. Что там делал? Что там делать? Вот то, что я сейчас готовлю, того и играл. Играл барашка. Да, абсолютно. Бяренган Туля, барашка. Нет, там был вариант, да, играл картошка. Да, но играл картошку играл или барашка. В этом году в Играл каких барашка. спектаклях занят? Вот если зрители захотят прийти посмотреть на Алмаза Гараева, расскажи афишу. Да, если начать сезон, то есть 15 и 16 годов, вот текущий сезон, Голиабану принимаю участие или играю, как тебе это угодно слышать, но мы говорим играем, Пару работаем. работают. И работаю, деп әйтүчеләр бар. Шуннан соң Хафалы биюләр, шуннан соң Дон Жуан. Это горячие танцы Хафалабиля, да? Нет, ошибся. Улетные танцы. Ну, то же самое, ага. Улетные танцы. Синең өчен шул инде, әйе. Да-да-да. Бермешкәгә Нет, бер самое марш. главное, что вкусные танцы были в конце. Вкус это у нас будет, Аллаюса. Хафалы биюләр. И все еще. Все, да. А еще там у нас были две премьеры от Регалям и Кәҗә Сары һәм башкалар. Вот, кстати, на последний спектакль я со своими детьми ходил и скажу, что было очень даже супер, молодцы. Премьера была шикарной. Режиссером, всем актерам лично от меня большой рахмет. Жить кермен. Да. Вот видишь, я сколько держал себе это спасибо. Ну. И тут пришел Алмаз, вот видите, за прекрасным нашим столом. И наконец-то мы дошли до созревшего нашего салата. Подожди, осталась одна редиска. Ансен Так. Асинга. Но хорошо, вот Тузно митинга так, доверять мне. давай, ты проверяй бульончик, но и есть у меня вопрос. Вот как все-таки ты попал-то в кино? Ведь Алмаз у нас участник многих сериалов татарских. Расскажи-ка нам. Ну, если говорить про кино, их не так уж много. Но то, что я есть помню, біріншісі Ялан Айқлы қыз 2. 2, ага. Ты же пускай. Нормально, да? Андан соң Кияу Балақай. Андан соң Золотая суббота. Андан соң бітті. Нет, а как там вот кастинги проходят? Приходит к вам в театр, Ну, режиссер, или такого- конкретно приходит, говорит, я вижу тебя, Алмаз, в этой роли. Ну вот, как ваша передача, ты позвал, я пошел. А, Вот то я есть 5 так, лет да? мечтал, у вас уже, по-моему, 5 лет идет ваша передача. Да-да-да. 5 лет мечтал, вот ты позвал, я пришел наконец. Ну, мечта исполняется же, сам знаешь. Самое главное. Да-да-да, Аллах. Вообще нравится работа в кино? И насколько она отличается от театра? Если сказать общее, кино это собирается, а спектакль это все-таки цельный продукт. Кино можно по деталям собрать, есть такое различие, а спектакль это ты вышел и выкладываешься, играешь 2,5-3 часа. Начинка салата готова. Ну, Как это? соль в любом случае Соль нужна. и масло, да, подсолнечное масло. Соль я тебе не доверяю, Рустам. Нет, давай Лапы. сам. Масло сколько? Масло сколько? Маслом салат Чтоб не испортишь. краев лилось. Так. Скажешь, когда хватит. Житярди будем. Все, отлично. И соль. И Но соль. здесь он мне не доверяет после бульона уже. Ага. Слушай, салат ну очень простой. да, Тоже, такой? тоже на глаз. Ну вот ты и такой в жизни не пробовал. Ну и сейчас мы домешаем салат и попробуем, насколько же он получился вкусным. Салат алмали. Лук нарезали полукольцами, помидоры и редис кубиками. Все смешали, приправили подсолнечным маслом, посолили, поперчили. Подавали салат в лодочках из листьев капусты. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Алмаз, Да, видим, что у нас все готово, да? ведь? на самом деле ты молодец. Алмаз из обычного салата, вот из этой миски сотворил, посмотрите, из остатков капусты вот такую красоту. Так, у нас остается бульон и мясо. По поводу еще вот, по то, что ты любишь по кухне. Я я знаю, думаю, что ты пробуй любишь будем. тереть, А. а я люблю жарить. Всё. Ну пока я жарить не смогу, я буду доставать вареные овощи, потому что То есть бульон уже готов. Остается Ну, сыр нам важно. натереть еще, да? Опа. Абсолютно верно, для картошки. Через крупную, мелкую? Как тебе нравится? Через крупную, по-татарски, Ну, по тебе видно, кусками, ну ладно. кусками. Давай. А я пока достану. Что мы делаем с бульоном? Овощи. Рассказывай. Бульон мы уже положили, как ты Да, видишь. вот здесь вот он, я вижу. Да, сейчас мы достаем овощи.
Кабесте. Кабесте. Нашу капусту. Пушкин Слушай, но кабесте. поведай нам, пожалуйста, историю, как ты попал на наш любимый канал ТНВ. Это был 8-й год. Первая передача, где начал работать, это Яшляр Тухталыша. Пригласила коллега Венера Иванова. Давай, говорит, попробуем вместе поработать. То есть сам ты на кастинге не ходил, не пытался там попасть на телевидение? Да, к сожалению. Первое, это значит, Яшляр Тухталыша, дальше? Первый Яшляр Тухталыша, но потом всего лишь 5 лет проработал. Всего лишь. Да, всего лишь. Потом перерывчик 2 года. И вот с этого года, с 1 февраля, работаю Монзара деген тапшыруда. Есть у нас, я так понимаю, это основание для мяса, да? Да, это основание для Ну мяса. что, Надо давай, чуть-чуть мясо я сейчас разложить. открываем духовочку. Ошасың Да. Қорықмайсың ба? Нет, самый ответственный момент. Қойна, рахат. Все горячо. Ой-ой-ой. Ұзақ аласың, нешеп тұр, Руслан? Готово! Можно аплодировать. Готово, готово, готово. Готово, деп ойлайды Руслан. Ну, Думаешь, не готово? думаю, мы не ошибаемся. Так, ну вот тебе прихваточка. Что тебе еще нужно? Вилочки. Мына сен биялейні кигенің ма тұрды? Да. Биялей. Вот тебе вилочка. Бере- Что дальше делаем? Бәрәңгіні шүплеп алабыз, мына шулай бір ұлы тәліңкеге. Ага. Так, так. Осы біздің бәрәңгі И пішкен. самое интересное, как же наше мясо, Самое которое 3 интересное. дня мариновалось. И что там? Еш бәрән муйына. Как ароматно, дорогие друзья. Кстати, Алмаз, скоро же у нас Сабантуй, буквально через пару недель. А кто не знает, Алмаз, он активный участник всех Сабантуев практически в Татарстане. И один раз даже выиграл машину. Правда ли это? Или байка? Ну, это был театральный Сабантуй. На Но самом это деле. правда, да. Где Но машина, это вопрос? правда. Этот автомобиль дома в деревне у родителей. И ею управляет моя мама, Резидяпа. Вот это сынок. Вот это сынок. Молодец. Уже можно кушать, да, Алмаз? Шулай деп ойлаймын, чөнки пышақ кисе, тегі кішкеніп кисесі жоқ. Так, ну с мясом-то понятно. Сейчас разрежешь. Что с картошкой делаем? С картошкой еще все проще. Берешь варежек, ну, обожжешь, потому что... Ну не, давай, я же Э, как по-студенчески. Опа, опа. Режешь его пополам. Пополам, В фольге ага. прям пополам. Ну. Вот, И? вдоль пополам. Ага. Раскрываешь. и горячо. И туда меня шла Кусочек масла. Там сырны үстіне сүйбеп, Фольга белән ашыйсың. Вместе с фольгой съедаешь. Все понятно. фольгасын ашыйсың, бәрәңгісін қалдырасың. Так, но... горячо. На тарелочку как, прям с фольгой? Да. Ой, Осы как с фольгой. Вот так вот, друзья. Итін ашында кесіп қоябыз да. Қаны жоқ, мұқаны жоқ, демек. Все нормально? Демек, кішкене. Так, масло. И сыр. И тебе держи. Ой, рахмет, Виктор. В общем, можно сказать, все. У нас салатик готов, да? Салатик алмали. Слушай, но Кабесте. все красиво, осталось только нам Бәрәңге. придумать название для баранины. Как ты Мен думаешь? ашылар бітірген қолмен ашылар там. Еш Бисмиллахи-рахмани-рахим. бәрән мойын деп ойлаймын. Қатырақ әзіреккен, тұтасын еді. Ну, да. Капусты можно это все закусить? Можно еще бульон запить. Овощной бульон, да. Который ты пересолил чуть-чуть. И самое главное, вот этот весь аромат, пока во рту еще не до конца не растворился, картошечку, да, вот с сыром чуть-чуть. Ну, меня и ты да и бет кіреді бетті деп ойлаймын. Слушайте, хорошо же вот в театре Камалов. Аллаға шүкір. Так вкусно кушают, я вам скажу. Слушай, но баранина очень даже вкусно получилась. Все-таки 3 дня ты ее мариновал, это дало свой результат. Не только 3 дня маринал, 3 дня не ел, чтобы к вам прийти. Это отдельно, конечно же. Но и салат. Как ты сказал, оригинальный вкус. Посмотрим сейчас. Алмали. Алмали. Ну, что, не время? На этом наша вкусная программа подходит к концу, и мы с Алмазом говорим вам большое спасибо за внимание. И сейчас будет у тебя уникальный шанс всех пригласить в наш любимый театр Камалы, зрителей. Құрметті тамашашылар, әлеге тапшырны яратып қараушылар, шулай ук театрны білушілер, театрны сүйушілер, Хәлескер Камал исемле Татар Дәүләт Академия театры сезне һәр вакыт үзенең спектакльләренә көтеп, чакырып кала. Алмаз Гараев и я, Руслан Журабудин, говорим вам до новых встреч. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся на следующей неделе. Рахмат, дуслар. Пока-пока.